События прошлой ночи Саид Ахмед Муцольгов запомнит еще надолго. Узнав, что во дворе начался пожар, уже через 3 минуты он был на месте, по пути вызвав пожарных. В доме находился его давний знакомый, который жил и работал здесь уже более 20 лет. Хозяин дома с ужасом вспоминает то, что увидел по приезду. Я забежал наверх сразу, выбил дверь, забежал быстро, вижу, лежит вовсю, все горит, все в дыму, только ноги я заметил, схватил за ноги, вытащил, он уже полностью обгоревший был. Пожарные расчеты прибыли в течение 8 минут, и к этому времени уже вовсю горела комната и крыша навеса. Площадь пожара составила 30 квадратных метров, но благодаря слаженным действиям огнеборцев возгорание было тут же ликвидировано. Согласно предварительной оценке МЧС, причиной пожара стал окурок от сигареты, брошенный на деревянный пол. Из основных нарушений было выявлено, что была очень большая горючая нагрузка. Там находился цех по обработке дерева и было хранение легко воспламеняющихся горючих веществ с горючими материалами в одном помещении. И было большое количество опилок, поэтому все очень быстро вспыхнуло, и погибший не сумел вовремя эвакуироваться из строения. К сожалению, это не единственное чрезвычайное происшествие в минувший выходной. Уже ближе к полудню на пульт МЧС в Магасе поступил вызов по случаю отравления угарным газом в Гамурзиево. Несчастный случай произошел именно здесь, по улице Хамхоева. Помимо остальных членов семьи, в доме в момент угара находились и 4 маленьких детей. После сигнала на место сразу же выехала аварийная бригада газовой службы. Осмотрев все помещения, специалисты выяснили, что причиной отравления стала неисправная система вытяжки самодельного газового водонагревателя. Бабушка пострадавших детей вспоминает, что впервые они заподозрили неладное, когда стало плохо одной из девочек. Не понимая, что происходит, она начала приводить ее в чувство, но становилось только хуже. Серьезную тревогу забили уже, когда остальные дети в доме один за другим начали жаловаться на плохое самочувствие, в том числе и их мать. Мать 4 детей привезли в Назранскую РКБ, а их самих незамедлительно доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где местные врачи тут же приняли пострадавших и оказали им всю необходимую медицинскую помощь. 12:50 в обеденное время поступили 4 детей с одной семьи. 2 из них, их посмотрел дежурный педиатр, выписанный на амбулаторное наблюдение участкового педиатра. 2 по состоянию тяжести, в состоянии средней тяжести поступили к нам в отделение. Были жалобы на головокружение, тошноту, слабость. Поступили, сегодня я их осмотрела, состояние относительно удовлетворительное. Жалоб дети сегодня не предъявляют. К счастью, в этот раз обошлось без жертв, но все опять же упирается в халатное отношение к газораспределительным приборам. Сотрудники МЧС в очередной раз объясняют, как уберечь себя и своих близких от подобных несчастных случаев. Обязательно нужно использовать сертифицированное оборудование, нужно своевременно его обслуживать, и в случае возникновения утечки немедленно обращаться по номеру 112, и уже подъедут необходимые службы. Диспетчер примет ваш звонок, задаст вам пару вопросов, и подъедет МЧС, если нужно, то скорая помощь и газовая служба. Микаил Тангиев, Адан Далаков, Новости 24.